Дорогие друзья, мы начинаем нашу встречу. Она у нас в таком будет формате живого разговора. Я для начала, наверное, поприветствую от души наших замечательных гостей, которые сегодня в рамках фестиваля «Александринский» показывают свой второй спектакль, легендарный спектакль, который когда-то уже приезжал в Петербург, и многие истовые театралы наверняка его помнят. Спектакль «Король Лир». Итак, мы рады приветствовать на нашей сцене главного режиссера Саха-театра имени Аюнского Андрея Савича Борисова. Андрей Савич, спасибо, что нашли время на разговор. Спасибо. И Андрей Савич сегодня не один, он будет с замечательными артистами. Как я понимаю, они заняты в сегодняшнем спектакле. Да. Вот король Лир сидит. Прекрасно, да. Ну, про короля Лира сомнений нет. Так, давайте я представлю. Пожалуйста, сегодня в нашей встрече примут участие Ефим Николаевич Степанов, тоже в своем роде легендарный артист, первый и главный исполнитель роли короля Лира. Рада, что вы сегодня с нами, спасибо. И принимают в нашем разговоре участие Елена Маркова и Нюргуяна Шадрина. Спасибо. И я надеюсь, насколько я понимаю, это случится, к нам, вероятно, по Zoom присоединится замечательный, очень известный исследователь якутского театра, автор множества бесценных книг и статей о Саха-театре, о театре Аланхо, Валентина Александровна Чусовская. Надеюсь, что это случится, но, наверное, мы начнем. Андрей Савич, давайте я вам передам слово. Расскажите, у нас здесь молодая аудитория. Друзья, кто сегодня пойдет на «Короля Лира»? Вот, смотрите, и вы пойдете. Давайте, может быть, начнем со спектакля. Расскажите о нем немного просто, что важно знать молодым. Спасибо, что вы пришли. Я не ожидал. Я думал, там студенты, несколько человек. Ну ладно, все хорошо. Я ни одного своего спектакля не видел. Почему? Вот «Короля Лира» я не видел спектакль. То есть в каком смысле? Как, сидя как зритель, посмотреть спектакль от начала до конца, свой спектакль, это, я не знаю, это невозможно. Вот совершенно не. Поэтому спрашиваю, вы кого играете? Вот он играет «Короля Лира», это знаменитый король Лир, лауреат Государственной премии СССР России. За «Короля Лира» он стал лауреатом Государственной премии России. Почему я его в свое время решил, чтобы он стал королем Лира? Потому что он в моем первом спектакле «Желанный берег мой» по Чингизу Айтматову, ставший лауреатом Государственной премии СССР, это моя студенческая работа, ребята. Я стал лауреатом Государственной премии СССР, сталинская премия -то. То есть самая высшая премия СССР за студенческий спектакль. Это я не хвастаюсь, я просто удивляюсь. Так, и вот он играл у меня мальчика Кириска. И в этом мальчике я вдруг увидел 80-летнего короля Лира. Тогда же он мальчиком был, сейчас он чуть-чуть похож на короля Лира. Так. И вот он играл. Но еще на меня подействовал Юрий Ярвит. Знаете такого? Юрий Ярвит. Да, он играл в кино, Козинцева играл. А еще на меня подействовал великий еврейский актер Михайлс. Вот, он и на того, и на другого был похож. Поэтому он стал королем Лира. И вот, они сейчас только что велись. Мы все, она, Корделия будет играть в Москве. Ты будешь кого играть? Регину будет играть так, да? Но не сегодня. Да, сегодня в нашем спектакле играет ученик его. И мой ученик, главный режиссер Саха-театра Руслан Тараховский, «Короля Лира». Мы рискнули. Да, вы поэтому на всякий случай его поддержите, вы же наши, все свои же люди. Так. И он, молодой актер, молодой режиссер, он рискнул при учителе выйти на сцену. Вот сегодня «Король Лир» такой, да, «Король Лир» такой. Но самое интересное, вот почему очень важно, чтобы учитель-ученики в нашем театре, Саха-театр, академическом театре, тюркоязычном театре, театр, который родился в подражании русскому театру, и учился у русского театра, малый театр, школа малого театра. Мы поклонники, мы приверженцы русской великой театральной школы, мы проповедуем это. Так.
6 студий учатся, они из разных студий. Мы с ним, студия уже старшая, да, получается? Потом еще кто-то, потом они, потом еще одна студия была, сейчас учится одна студия. То есть мы все учились в школе малого театра. И мы продолжаем традиции, мы продолжаем, передаем роли. Вот он передал свою роль Кириска в этом спектакле «Желанный берег мой», передал свою роль своему ученику. Этот спектакль идет 45 лет. Да, сколько? 82-й, 41-й. Да, 41-й год идет, всегда полные залы такие, да. Он передал свою роль, стал стариком, а ученик его играет мальчика. Теперь он передает свою роль своему ученику и моему ученику, режиссеру Руслану Тарховскому. Вот такой процесс. У нас и в театре внуки, правнуки, внуки, дети, мамы, папы, бабушки, дедушки и еще прабабушки, прадедушки в нашем театре. То есть наш театр это как бы семья, которая как Якутия, как Якутия. Вот. Поэтому вот наш театр такой. Ну все. Чего смеешься? Да. Что еще про короля Лира? Еще про короля Лира вот что надо сказать. Ведь в этом спектакле вы, если верить, ну, то есть, если верить моим воспоминаниям о нем и тому, что про него написано, вы соединили традиции вот русского драматического театра и театра Аланхо. Да. Уже это в этом смысле очень показательный спектакль. Вот об этом расскажите, пожалуйста. Вот знаете что, сейчас я для вас неожиданно открою такой. Я почти 25 лет был министром культуры. Можете себе представить? То есть я хотел построить театр. Думаю, 3 года поработаю. А власть, знаете, какая штука? Она меня втянула. И я 24,5 года был министром культуры. На этом помогло театр. Мне помогло, театрам помогло. Деньги-то сам себе давал, а потом ставил спектакли. Да? И вот по поводу театра Аланхо. И я еще студентом в ГИТИСе, моя фамилия была такая, Питербрук Махабхарата. Просто забыли мою фамилию. Ну, Борисов много, и мои однокурсники назвали меня Питербрук Махабхарата. Почему? Потому что я бредил эпосами народов мира. Питербрук для меня это... И когда он поставил Махабхарату 12-часовой спектакль, я с ума сходил, смотрел эти спектакли. А имя мое было Саха, потому что Саха это якут, это перевод слова якут. Я Питербрук Махабхарат. До сих пор меня помнит как Саха. И на ходу, когда я работал и министром, и работал в театрах, вдруг у меня начала рождаться та идея, которая на самом деле не моя идея. Просто я знаю, что я знал. Я знал, что такая идея есть, как-то где-то создание театра Аланхо. И я основал театр Аланхо, который сейчас очень популярен, здание строится потрясающее в Якутии. Это театр, там Париж, Япония, там Франция, Париж, Франция одно и то же. Значит, это, как его, Греция, Индия, Китай, Япония там. И очень воспринимается театр. И в этом театре не разговаривают, а как делают, ну-ка, изобрази, вот, тоюк называется, тоюк. И вот так он 30 тысяч строк. Алан Хасуд. Этот человек, который поет эпос вот так. Но театр, конечно, другой. Театр вот так поет, театр зрелище, играет и так далее. Так. Вот такой театр я создал. И оно связано, вот вы спросили, а почему тогда король Лир? А в короле Лире еще я тогда, когда в те годы, в 98-м году у нас был, да, спектакль, в 7-м году, король Лир
еще не было театра Олонхо. И поэтому я начал думать, и в «Короле лиры» вот как раз вот эти мотивы, такие пения, они вошли. И это так, по тем временам показалось очень даже таким странным таким. Сейчас уже не странно, сейчас уже понимают это. И якутский зритель понимает это, и московский зритель понимает. Потому что в те времена же знаменитый кинорежиссер Куросава, он уже ставил «Короля лира» в стиле театра «Но». Театр «Но» ставил так, да, и многие это, поэтому тогда это модно было, тогда это пошло. Но в результате-то появился театр Олонхо. И этот театр удивительный. Я уверен, что если бы вы увидели бы, это было что-то такое медитативно, такое странный театр. Но мы привезли сейчас театр драматический. Так. Но тем не менее, горловое пение сегодня все-таки вы услышите. Ну, в спектакле же есть, поют же сестры, дочери Лира, две из них поют. Да, Корделия говорит, а две другие поют. Корделия тоже поет, да. Угу. Ну и тогда это действительно было очень прорывным, и спектакль произвел невероятный эффект, когда вот только-только вышел. В том числе потрясающе решенной сценой бури, с этими машинами, которые падали откуда-то с неба. Это было просто невероятно эффектно. И, конечно, история про то, как у вас родилась эта сцена, тоже мы ее рассказывали у нас в социальных сетях. Да, вот вы когда-то в газете «Культура» давали интервью или что-то такое, и там вы говорили о том, что вот вы ночью шли по дороге. Ночью я шел по дороге, ночью шел по дороге, еще не думал о «Короле лире». Ну, понятно, молодые были, и мы с Сотником, Геннадием Петровичем Сотником, моим братом, русским художником, он питерский, он отсюда, Гена Сотников. Удивительный человек, потрясающая душа. Я называю его Рублевым якутской культуры, потому что его сценография, его работа в нашем театре сделала последние вот 30 лет нашего театра, это я связываю с его именем. Ну, я способствовал, без ложной скромности, но он вот потрясающий художник. И вот мы с ним где-то далеко за городом, ну, понятно, чуть выпили, так, да, я что-то рассердился и пошел среди дождя домой, ну, как бы с пригорода домой, пешком пошел, в те времена такси. И когда шел, вдруг поскользнулся, упал, там болото какое-то, там грязь какая-то. И вдруг я упал, и вдруг внутри едет две фары, «Жигули» машины, едет на меня. И они открыли, оттуда выходят двое и говорят: дай ему по голове. И оттуда из-под этого вынули монтировку железную. И так на меня пошли. А я так смотрю, уже ничего не могу. Я уже услышал звук удара, плохой звук, такой звук. Но с той стороны другая машина подъехала, и они тут сели и уехали. Я вдруг сел, а в это время гром гремит, дождь идет такой, да. Я так и кричал это, и понял, что это «Король лир». Потому что радость, но это по-другому, у меня радость от того, что я природа, от того, что я жив, от того, что это. И вот в этот момент я Сотникову это рассказывал, видимо, Сотникову, да, о том, что шины, железо такое. Он все время говорит: нет, это ты мне не рассказывал, не поэтому я сделал это, да. Но я настаивал, и в результате вот появились шины вот эти. А потом прошло много лет, я вдруг вижу Майданы, там всякие там шины горят, там бочки, железные эти, каски, все это вдруг стало совсем не модным, стало реальностью. А тогда как-то странно казалось тоже. Ну что, может быть, мы спросим вопросы у наших зрителей. Кто-нибудь готов что-то спросить? Может быть, кто-то был вчера на спектакле? Еще пока нет, да? Но мы продолжим, а вы подключайтесь. Если вдруг будет какой-то вопрос или эмоция... Да, сейчас. Давайте я вам дам микрофон, чтобы мы слышали. Якуты медленный народ. Это просто сейчас репетировали, поэтому я возбужден и быстро говорю. Как в течение многих лет игры вы чувствуете, меняется, усложняется и просветляется ваш образ? Вот вам интересно играть? Почему вы так легко отдали? Вы все поняли уже в «Короле лире»?
Нет, это актер. Это Ефима, да? На, держи. В общем-то, этот спектакль «Король Лир», он тоже со своей достаточно драматической историей начался. Мы еще начали году 1995 году, осенью. Это как-то только собрались с летних отпусков и начали уже работать. Ну, как всегда, как полагается в театре, это застольные текстовой работы. Вот. И я где-то после 4 часов по-нашему, это уже осень, я тогда уже начал заниматься со студентами. Моя первая группа, студия при колледже культуры и искусства. У нас тогда института не было, среднеспециальной на базе бывшего культпросвет училища колледж культуры был. И мы там открыли, организовали и собрали местных ребят, молодежь на театральное дело, актерское дело. И после занятий мы тогда уже, у нас своего собственного здания театра не было. Мы жили в соседстве с оперным театром. И мы тогда после работы, после текстовой работы, я чуть-чуть переждал, с 5 я должен был встречаться со студентами на вечернюю репетицию. Тем более мы готовили схему первого дипломного спектакля по Шекспиру «Сон в летний». «Сон» потом. По драме башкирского писателя Мустая Карима «Ночь лунного затмения». После репетиции, я к ним на репетицию шел, после театральной нашей застольной работы по Шекспиру, именно впервые мы перевод читаем на якутском языке от Лира. Вот. И там вроде бы недалеко, но только там достаточно пешком надо ходить. Сейчас ведь везде и такси, везде как-то, сейчас такая передвижка пошла же ведь. А мы раньше-то, в общем-то, город наш-то не такой уж большой, поэтому и где-то так, знаешь, как дойти так пешком. И я пошел пешком, а моя дорога лежала до учебного места для занятий через автовокзал. Потом через автовокзал, а потом вверх, и уже там зал наш. И вот там что-то случилось. Я это по сей день не знаю. Меня сильно избили, и это осень была, это конец сентября, октября. Ага. Там ведь и листьев таковых-то уже все спадало тогда. И избили, а потом меня нашла одна старуха. Там же вот у нас такие вот эти, как называется, ямочки на земле. И там же ведь как осенью-то все эти листья, там сюда же и дворники, и все те, которые там. И одна старуха услышала, кто-то стонет где-то. И она подошла, а я вот в этом овраге сверху все эти листья, все эти сухие деревья, понятно, да? Вот. И она тут же позвонила скорой помощи, что там человек лежит. Вот и поэтому вот «Король Лир» мы-то премьеру все уже довели в 1997 году. В Москве, в театре Маяковского. Играли в театре Маяковского. Вот.
театр Маяковского, так интересная история. Еще спектакля не было. Я проходил мимо театра Маяковского, там афиша, ну, «Учитель и ученики» называется. Гончаровская, ну, там, Некрошес, там, Яшин, многие-многие известные режиссеры. И вдруг смотрю, Андрей Борисов, и там «Желанный берег». И вдруг смотрю внизу, «Король Лир». А спектакля такого вообще нет. Это мы только начинали, вот и с ним вот произошла такая история. А я говорю, захожу и говорю директору театра Маяковского, у меня нет такого спектакля. Да откуда? У тебя же есть такой спектакль. Кто сказал? Он говорит, не знаю, кто-то сказал, что хороший спектакль. Вот. А я звоню Сотникову, Сотников, срочно надо ставить, говорю. Он с ума сошел, что ли? Сколько времени? Ну, месяц-полтора, может быть. И вот мы, а театр замерз. Что-то мы трагические истории сегодня расскажем. Знаете, наш театр замерз. И мы вот 50 градусов мороза, представляете, да, театр замерз. И мы в шубах репетировали, а потом пришли в театр Маяковского, премьера была. Вот и такая интересная история произошла вот с этим, с королем Лиром. Но он там был, когда я к нему пришел после «Оврага», да, к нему пришел, у него волосы вот такие, и он сумасшедший был. Он был королем Лира. И монологи такие, так и не сыграл вот так, как на сцене так и не сыграл. Да. Такие монологи короля Лира нес такие. По-настоящему это человек был из другой оперы, совершенно из другого мира. Вот. Ну, давайте перейдем на хорошие темы, да, какие-то. Ну, давайте я тогда, можно задам вопрос? Да. А вот мне интересно все-таки, если говорить про Аланхо, насколько вот это, как бы сказать, театральная школа же есть какая-то? Я вот смотрела, есть мастер-классы, много там читала про то, что есть какая-то особенная история с артикуляцией, там, с какой-то высотностью там, звуков и так далее. Вот насколько вот эта часть мастерства условно интегрирована вот в вашу такую жизнь вот, театра Аюнского, то есть артисты владеют этой техникой, как это сочетается с условной русской этой самой театральной школой, насколько отличается, и как это, как бы сказать, как получается, что русскую театральную школу обогащает опыт театра Аланхо? Мы же учились в Малом театре, у нас потрясающий педагог. Кстати, эти гастроли называются «Учитель перед именем твоим». Это своеобразный такой экзамен такой держит. И нас учили вот действие слов, Малый театр. Так, Малый театр, действие слов. И в Шепкинском, когда мы учились, я так и не понял, что такое действие. Да? А потом, когда пришел к Гончарову, там Яшин, Тарасенко, Буткевич, может, слышали таких? Буткевич, такие очень потрясающие педагоги. И они начали разговор от того, что первое слово, что такое актер. Перевод, переведите слово актер. Я каждый раз всем актерам прихожу, куда бы ни пришел, спрашиваю, переведите слово актер. А так как я в основном в национальных театрах ставлю спектакли, во многих театрах, и они начинают говорить, актер это человек, который ля-ля-ля, папа. Я говорю, переведи слово актер. А, кстати, переведите, нет? А? Ну, естественно, вы знаете, что? Вы же знаете, действующий. И тогда я спрашиваю, а что такое действие? И начинается. Начинается такая... Тогда я вдруг вспоминаю, вот своим актерам это пытаюсь искать действия. Ну, понятно, Станиславский, сколько действий, там Станиславский, физическое действие. И я все-таки выявил, вместе мои педагоги, видимо, говорили, 7 действий. Все, физические действия 7 нот, 7 цветов этого, 7 всего, 7 действий. И я вот через весь спектакль провожу, спрашиваю, что ты делаешь в это время? Вот. Они говорят, переживаю, или это время я чувствую это. Да подожди, что ты делаешь? Я пытаюсь сам тоже понять, что он делает. И у меня получилось 7 действий. Вам рассказывали это? Если вы это знаете, скажите, что вы знаете. Это очень важно. А? Это очень интересно, очень важно. Если вам говорили, скажите, мы это знаем. Если даже знаете, не знаем, чтобы я довел это. Значит, вот смотрите. Первое действие, самое гениальное, которое сразу же захватывает внимание зрителя. А задача актера, выйдя на сцену, как-то привлечь к себе внимание. Если ты
Да, не только красотой, не только этим, да? Что я делаю? А молчите, неправильно. Это... Я, значит, плохо действую, значит. Еще раз. Подождите. Да подождите. Я еще не смог сделать действие, а вы начинаете. Это очень трудно. Это. Еще раз. Тишина. Что я делаю? Нет. Вот, кто сказал это? Ну вот наша школа. Слушать. Не слышать, а слушать. Вот я пробовал много раз. Актер выходит на сцену, ну мы выскакиваем на сцену, начинаем разговаривать, действовать, что-то там делать. А ты постой и послушай. Сначала себя. Ну, упражнение-то знаете же это? Знаменитое упражнение. А это в Восточном театре главное действие. Слушать. Второе действие. Сейчас я это сделаю. Опять плохо делаю, поэтому... Ну, я, естественно, показываю, но времени нет. Что я делаю? Что я делаю? Устраиваюсь, ну, ребята. Я пытаюсь устроиться. Просто человек всю жизнь устраивается. Как-то устраивается. Я пытаюсь как-то найти... вот, или можно монологи целые там. Это второе. Третье действие. Вот это все я сразу делаю. Ищу. Так. Вот попробуйте, на сцену вышел и начни что-то искать, монолог Гамлета, любой монолог говорит. Человек же следит за тем, что происходит, что делает. Ищу. Так, да. Дальше. Что я делаю? Ухожу. А может я могу уходить, долго уходить. И все время не уходить. Да, я могу не уходить, могу уходить, уходя могу так долго вести разговор, но я ухожу. Что я делаю? Я ухожу. Да? Второе, когда ты уходишь, что-то останавливаешь. Любым способом. Текстом, руками, там, звуком или этим, останавливая, может быть, своим, как бы, останавливая своим, как бы, сейчас скажу, пренебрежением, потому что ты уходишь там, то есть останавливаешь. Да, сколько действий у нас получилось? 5 вроде. Есть. 4. Слушаю, ищу, устраиваюсь, ухожу, останавливаю 5. Шестое чувство, действие. Шестое действие. Какое было, я забыл? Шестое действие. Жду. Реакцию жду. Очень интересные действия. Жду. Так. И седьмое, каждый раз забываю, как сад камней в японском сад камней. Созерцать. А? Созерцать? Не. Ухожу было, да? Да. Устраивать было, жду было. Слушать. Слушать было. Жду. Значит, так, я Слушать. слушаю, устраиваюсь, Ищу. жду. Выгоняю. То есть я могу выгнать, могу выгонять. Жестом могу, словом могу, выгоняю. То есть очень много разных моментов выгонять. Вот если 7 действий в своей роли вы... А то приходят и говорят какие-то про актерском мастерстве так много чего это интересно говорят, но когда я спрашиваю о главном, о действии, 7 действий, вот кто-то скажите какой-то альтернатив, 8-е действие скажите какое-нибудь в этом ключе физического действия, в этом ключе. Кто-то скажите-ка, вот кто-то придумает, нет, другое. Вы скажете, да нет, есть же другое действие. Какое-нибудь скажите-ка, ну скажите, Заигрывать? Кокетничать? А теперь вы кокетничаете со мной, да? Кокетничать так, да. А теперь подумайте, что такое кокетничать? Положите на одно из действий кокетничать.
естественно, кокетничать, во-первых, ждешь от меня, что такое ждешь от меня реакции? Как, вы сделали так, кокетничать, и ждете от меня реакции. Кокетничать, так. Вы же сделали так, или кокетничая вы можете меня выгонять. То есть кокетничать это, сейчас скажу, не категория как действие, потому что ждать можно всю жизнь, уходить можно всю жизнь. Слушать время, слушать себя, слушать автора всю жизнь. То есть категории как действие. Ну, ладно, потом, может быть, потом когда-нибудь еще обсудим это. Не буду сейчас долго. Да, теперь, посмотрите, теперь что такое театр Аланхо? Вот она поет этот таюк, да? Я удивился вот одному феномену. Удивился. Мы выпустили, Ефим Николаевич выпустил, ну я там художественный руководитель на этих курсах, больше 100 актеров. В нашем институте больше 100, 125, говорят, уже стало. И получается странная такая интересная история. Вот. Однажды, ну, Станиславский, там разные, там, знаете, что такое актерское мастерство, и вдруг я начал обучать один курс только на таюке. Вот когда на таюк называется, вот это пение. То есть в таюке оказывается все, что веками, тысячелетиями придумано по актерскому мастерству, есть в таюке. То есть актер, студент, который начинает петь таюком, и он тут же освобождается, тут же появляется у него внимание, тут же он слушает, тут же он... То есть в этом смысле таюк, мы же должны разобраться в этом феномене, этого явления, как таюк. Это калыгах, вот слышали, да? Вот у нее же калыгах, вот там, покажи-ка еще раз калыгах. Вот эти, слышите, да? Вот это форшлаги вот эти, да? Там закодирована информация народа Саха, тысячелетняя информация. Именно в этом форшлаг. Странно, да? Как в чипе, как в этом. Я вот когда спрашивал знаменитого нашего Аланхасута, человека, который поет, я ему спрашивал, а если убрать, говорю, этот форшлаг, да? Тогда он сказал, тогда не будет таюка. Он сказал, тогда не будет эпоса, потому что там заложена информация, оказывается. Не здесь. Придумать то, что не делает, невозможно. Калыгахи. Вот. Разобраться надо в калыгахе. Калыгах называется форшлаг. Да? Вот вы спросили, что такое вот два. С одной стороны театр действия, с другой стороны театр вот это представление. Да, пожалуйста. Да, конечно. Давайте вот... Спасибо большое. Андрей Савич, у меня к вам вопрос. Как национальные традиции, да, которые вы используете в своих постановках, помогают вам понимать классические пьесы, например, в том числе сегодняшний «Король Лир», да? Вчерашний. И вчерашний спектакль, да, в том числе. Как национальные традиции. Как традиции, которые вы вносите в действие, помогают вам его переосмыслить? Вот я вот когда студентам написал такое небольшое такое сочинение «Природа эмоционального в игре актера театра Саха», назвал там «Природа эмоционального». Совершенно разные эмоциональные, все-таки якутские актеры и русские актеры, это понятно, не только внешне, еще эмоционально другие. Так? И наш эпос Аланхо, вот самый главный эпос Аланхо, это делает, сейчас скажу, видимое слышимым, а слышимое видимым. То есть в этом плане я называю это глаз Тутанхамона. Глаза актера Саха театра, тем более театра Аланхо, глаза Тутанхамона. То есть он видит, у него кинолента видения внутри. В этом плане якутский актер, у него правда трудно разглядеть иногда бывает глаза так, да? Потому что, иногда такие, да. Но если внимательно присмотреться, то там происходит вот вся культура там находится.
То есть одно из главных этих это слышимое он видит, а видимое слышит. Вот национальные традиции это очень сильно. У нас огромные праздники, там по 200 тысяч человек, праздник поклонения верхним божествам, и там на этот праздник, это летом, с 21 на 22 июня, солнцестояние, в это время вся Якутия собирается на этот праздник. И там вы увидите, что такое культура народа Саха. Это потрясающая, глубинная, древнейшая культура. Вот. А как влияет на театр? И мне трудно очень, я не знаю, как... Мои спектакли все национальные. Во-первых, язык, тюркский язык. Во-вторых, вот я говорю, эмоции. В-третьих, вот влияет на нас, Ланхо влияет очень сильно. Да. Вот так вот. Что-то не смог ответить. Ладно. Еще вопрос? Давайте я вам дам микрофон. Большое спасибо за спектакль, который мы вчера увидели. Получили грандиозное наслаждение. Давно так не было хорошо. Спасибо вам большое. Скажите, пожалуйста, а что стало источником для того, чтобы взяться за эту пьесу? Когда вас что-то толкнуло изнутри? Как на это отреагировал коллектив, труппа? И как чувствует себя актриса, которая исполняет роль матери? Она вообще после спектакля, она живая? Спасибо большое. Она вчера как-то слишком страстная была. Но, смотрите, я был очень как-то не потрясен, а как-то заинтересован, увидев спектакль Анатолия Васильева. 6 персонажей. Ничего не понял тогда. А потом читаю, потом смотрю по телевизору, еще где-то видел, там еще какой-то итальянский какой-то спектакль. Ничего не мог понять. Поэтому моя задача была понять эту пьесу-то. Поэтому задача упростить до простой семейной истории. Упростить. Я это попытался сделать, упростить. Но Пирандел все время мешается со своими этими размышлениями, там, философемами про театр, про смерть, про жизнь, про любовь. Он мешается, упрощать его невозможно. Поэтому это своеобразный такой тренинг, вот так назовем. Просто Фокин посмотрел спектакль, ему понравились, как якуты изображают японцев. И мы приехали с этим спектаклем. Но мне было интересно, что вчера смеялись, во-первых, и как-то и в финале как-то аплодисменты. Я знаю интонации аплодисментов. Поверьте мне, я слышу интонацию. Больше мне интересен зритель, чем часто вот. Поэтому то, что вчера аплодировали, здорово, мы довольны. Но у Пиранделла это европейский, итальянский театр. Там я назвал так. Если в «Короле Лире», грубо говоря, «Короле Лире» хороший – это хороший, плохой – это плохой, так, да. «Король Лир» там, его беспокоит, он как бы мечется так, да. А Пиранделло, где он добрый, где он злой, где он морально так сказать, разложившийся человек или, наоборот, морально очень чистый? Где? Вот очень ускользающая такое человеческая сущность, она очень, очень современная. Вот, говорят сейчас модно метамодерн, там говорят, там, да, метамодерн, говорят, когда тут же он так искренен, и тут же так неискренен, тут же эти переключения. А вчера они забыли про приключения, как начали, пошли кричать на всю Европу, но тем не менее. А вот эти переключения, я думаю, что в актерской профессии вот эти сегодня особенно переключения от такого вот пронзительной искренности и пронзительной или самой такой неискренности. Вот это, она вот сегодняшняя, я думаю. Поэтому мне Пиранделло это заинтересовало, и мы вот сыграли. Да? Вот здесь маска Сахатеатра. Это я нашел, это 4 век до нашей эры. Это маска бронзовая, штандарт. Вот она размером вот такая вот.
и туда вставлялась палка, и это очень такая, это шаманский атрибут. Это вот шаман, видите, с одной стороны это шапка, корона такая, да, с другой стороны так, да, вот борода такая странная, да, и в то же время как будто это ребенок, как будто это девушка, как будто, то есть меняется так внутри. Сама маска, она такая очень много вариантная такая. Я вот, когда эту маску я сделал эмблемой Сахатеатра, мне в обкоме партии, ну как бы, бюро партии меня обсуждало. Сказали, а до этого был портрет Платона Юнского, великий наш, этот Гомер наш, да. А театр носит имя Платона Юнского, его портрет такой был. И вдруг я говорю, вот эту маску надо сделать. И меня обком партию, как так? Вы коммунист еще, вы сняли лицо большевика Платона Юнского, которого расстреляли, растоптали там, да. Вот. А я говорю, это же, говорят, шаман, это. А Платон Аюнский, это шаманский, фамилия он шаман из рода шаманов. И он создал великий эпос наш, Аланхо создал. И этот эпос стал шедевром нематериального культурного наследия человечества. У нас в России только 2 шедевра считаются. Хотя в России, я знаю, многие явления нашей культуры являются шедевром. Так. Но ЮНЕСКО утверждено 2 шедевра. Это эпос Платона Юнского «Нюргун-Батыр стремительный» и древнеславянские песнопения, в этом, сибирские песнопения. Вот маска такая. А можно, вы как режиссер с огромным опытом, какие качества вы больше всего уважаете в актере? Ну или какое? И можете сказать еще почему? Какие качества? Не знаю какие. Ну, смотрите, видимо, все-таки главное качество это, ну это всегда говорили, это может банально, да, это вот эта готовность быть раненым. Вот Гончаров наш, актер должен выходить на сцену с раной на спине, говорил, а с раной по-плохому слышалось тогда. То есть актер это открытость, это вибрации его, готовность быть им, вот как это назвать? Вот. Это самое главное. А потом дальше идет мастерство и так далее. Потом еще самое главное, это служение театру. Как ни банально, служение театру. Особенно сегодня это. Таксистом поехал работать ночью, да. Вынужден иногда актер делать такие. Или в кино снимается, или это, или другое, третье. Служение. Вот этот человек, он создал музей нашего театра. Вот он, служение театру для него главное. Вот. И вы, надеюсь, да? Или нет? Уйдете, наверное, да? Служение театру. Скажите, а жертвоприношения и шаманство, они как-то соединяются в вашем театре? Вот вы сейчас говорили о жертвоприношении, то есть, а шаманство это же какая-то игра, искусство. Вы знаете, вот я очень настоящих шаманов знаю Якутии. И, кстати, спросите любого якута, он обязательно скажет, что у него в роду на каком-то колене был великий шаман. Обязательно. У меня был. Да. А правда это? И потом вдруг выясняется, это правда. Его звали шаман Камыш почему-то. Камыш. Хомус. Почему? Потому что я это место знаю где. У нас же пожары страшные. И тогда были пожары. Сейчас все знают, поэтому узнают, что... И тогда были пожары, никто не тушил там в древние времена. И когда произошел страшный пожар на деревню, а мы среди тайги же живем, так, и когда вся деревня ушла в озеро, чтобы спастись, а озеро у нас из камышей, там камыши до всадника бывает, камыши такие, огромные камыши такие, и огонь, значит, прыгнул, и камыш сгорел тогда. И тогда этот старый человек, мой давний родственник, он пошел навстречу огня и начал
говорить вот эти шаманские заклинания. И начал там вот это вибрации такой, да. И огонь куда-то исчез. И он спас деревню. С тех пор его назвали шаман Камыш. Вот. Но я, когда спрашиваю про шаманов, настоящий шаман никогда не будет говорить, что он шаман. Никогда. Вот он все время отнекиваться будет. Он все время будет говорить, что нет, я просто лечу, лекарь я просто иногда помогаю и так далее. Они все время, и они уходят, потому что для него это крест это крест. Я знаю настоящих шаманов, они ко мне очень, почему-то, очень так хорошо относятся, потому что у меня в древности был шаман, понятно, да? Вот. И поэтому театр и шаманское искусство, это, конечно, театр входит в шаманское искусство, особенно театр Аланхо. Так? Но это не значит, что это совсем разные вещи. Настоящий шаманизм и театр, где шаман. Но у нас великое произведение Платона Юнского называется «Красный шаман». Не потому, что он большевик, красный шаман, да, в те времена, а красный это шаман, это красный, горящий. И потом слово «красный» у нас связано с детством. Кыгыл ого называют. Ого это ребенок, кыгыл это красный ребенок называют. Но в русском же слове слово «красный» же это тоже имеет не просто красный цвет. Вот. «Красный шаман» – знаменитое произведение Платона Юнского в театре. Поэтому в театре мы используем методы шаманского такого медитации и так далее. У нас в театре потрясающие актеры есть, которые играют шаманов. И иногда, и часто те, кто приезжает за шаманизмом, учат, они путают, они верят нашим актерам, а они там народ такой. Вот. Поэтому это сложно. Вот знаете, у меня вопрос, поскольку вы упомянули про кино, я хотела вот что спросить. Конечно, многие из нас, и, наверное, даже все знакомы с феноменом якутского кино, и это потрясающие фильмы, там в последние годы особенно, которые очень широко, ну, то есть не широко, конечно, насколько это возможно. А вопрос вот в чем. Якутское кино очень активно работает с материалом, ну, сценарии, в общем, пишут сами режиссеры, сценаристы про сегодня. А у вас в театре вы с драматургами, которые вот про сейчас говорят и пишут, взаимодействуете? Есть современная якутская драматургия? Какая она? Да. Вот смотрите, вопрос драматургии, который возникает всегда в театре, у нас это давно снят этот вопрос. Потому что инсценировка это тоже же драматургия. Есть, вот один из известных наших исследователей драматургии, якутской литературы, увидев один из моих спектаклей по произведению Харысхалкина, моего друга, он вдруг сказал так: слушай, оказывается, есть не драматургическая драматургия. Он хочет определить ее. Я говорю, может, инсценировка? Нет, это не инсценировка, говорит. То есть он задает тему, материалы задает, и тут же мы на ходу с актерами начинаем создавать, вместе со спектаклем создается драматургия. Это очень интересно. Я думаю, что Шекспир тоже так же делал, видимо. То есть создается вместе. Не написанное, но написанный материал мы собираем. И таких у нас очень много появилось спектаклей, которые очень сильно влияют на зрителей, и зритель очень здорово воспринимает это. А не написано за столом или где-то классика такая, да. Вот такая у нас драматургия очень популярная. Не драматургия, материал вот такой, да. Вот, да. Ага. Да, конечно. Раз уж вы сказали про драматургию, у меня тогда вопрос. Даете ли вы своим актерам сразу задачу, каким вы видите персонажа, или актеры начинают его искать как-то самостоятельно, и вы уже корректируете? Ну, то есть когда вы прочитали уже с труппой, вы говорите, ну вот твой персонаж, он будет такой, 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 я его хочу вот таким видеть. Мне кажется, это какой-то образ или роль отдельно не придумывается. Мы всегда работаем в смысле сообща, как спектакль. Спектакль строится,
Ну, можно же одну и ту же хрестоматийную роль играть по-другому. Вот. А все зависит от того, каким углом, какой интонацией этот спектакль ставится или продумывается. Вот этого очень много зависит. В этом плане я очень помню и преклоняюсь перед его именем питерским, ленинградским художником Геннадием Петровичем Сотниковым, потому что я очень много узнал от него, даже сам о себе. Ну, может быть, чуть-чуть моложе был тогда, но тем не менее. Вот. Геннадий Петрович очень простым словом объясняет или рисует. Он вообще любил, у него всегда вот бумаги, вот эти черкушки. И он тут же то шариковой ручкой, то карандашом что-нибудь, именно то, что рассказывает, тут же вот нарисует. Вот он... Перебил меня? Нет. Вот мы ставили спектакль, представь себе, про апартеид, про негров. Якуты про негров. Так? Надо играть негров в советское время, о том, как негров гнобят. Так? И главный герой у меня аж Патрис Лулумба. Так? А играет его Герасим Герагин Васильев. 1,60 м с начесом. Так? И еще к тому же у него совсем северные глаза, маленький такой. Я должен из него изобразить негра. Я Сотнику говорю: Сотников, сделай из него негра. А раньше играли эту пьесу, все гримировались там, даже актеры ленились и за кулисами массовка черные чулки одевали. Я говорю: сейчас, говорит Сотников. Ну, я репетирую там, это «Свобода, жаркий день» называется, там диско-спектакль, танцует, там туда-сюда. И вдруг, значит, а там железные сетки такие, апартеид же, железные сетки такие, да, белые фонари такие. Вот. И вдруг Сотников появляется и говорит: запускай, говорит, Патрису Лулумбу. Я говорю: давай, Гера. И вдруг диагонально из глубины сцены на меня идет, ну, метры 80 уж точно. Это он, но не он. Черный человек идет. На меня идет. Приближается, и когда совсем близко, уже превратился в Герасима. Что сделал Сотников? Значит, он одел на него быстро из простыни какой-то белый материал, шил белый такой длинное пальто, длинное до пяток, белое длинное пальто такое. Да. Сделал черные такие кармашки такие, так, да. Ну, а самое главное, он дал ему, дипломат такой. Ну, знаете, дипломат такой. Тогда дипломаты впервые появились, они четкого размера такие были. А он откуда откопал маленький дипломат? Откуда он это увидел-то? Маленький дипломат. И вдруг ты же смотришь на дипломата, привык, и вдруг относительно дипломата Гера становится высоким, таким этим, а так как на белый плащ светится белый свет, и у него лицо становится черным таким, а у негра, азиатских негров много таких. И вот на меня пошел такой негр, вот это Сотников. Что тут говорить-то, он вообще вот, гениальный художник. Вот сейчас вы увидите «Короля Лира», сценографию посмотрите, вот интеллектуальная сценография. Много, может быть, где-то Элла, может, сделаем какой-нибудь вечер и будем показывать его работы и будем говорить про него. Хотелось попросить, чтобы вы рассказали как раз работу над первым спектаклем Геннадия Петровича. «Желанный берег». Интересно, это мне интересно, не знаю, интересно ли это. Ну, вот, да, ну, «Желанный берег». Ну, через какое-то такое событийное надо говорить. Ну, я так много рассказывал, поэтому у меня... Про отца бегущего. Пес, бегущий краем. Вот я сейчас расскажу так. Получилось так.
Моя дипломная работа, так, я должен поставить спектакль. Гончаров там требует, там, до сюда. Я сел на самолет, тогда до Красноярска самолет, 12 часов летели. От Якутска до Красноярска, потом перерыв, потом летишь. Да. Вышел на Красноярске, тоска зеленая. Стоят труды Брежнева, Возрождение там, Малая земля там. Ни одной книги, никакой книги не было. Книги, труды Брежнева. Так, тоска такая. Я подошел, вдруг смотрю, такая кипа роман-газеты тогда модные были. Помните, роман-газеты? Там появились все писатели, там, Адамовичи, там, все писатели. И такие до дыр зачитанные эти вот кипа романов. Я беру, читал. Потом положил, потом начал уходить. И вдруг смотрю, такая полоса розовая внизу лежит. Розовый такой роман. Обычно они серые такие, малиновые. Я удивился, почему розовая. И посидел и оттуда вытащил. Бегает пес, бегущий краем. В самолете прочитал, и у меня мурашки. Вот сейчас рассказываю, опять мурашки. Мурашки. Вот откуда появился. А Сотников, я решил, для моего спектакля должен ставить только, рисовать только Боровский или Кочергин, или кто-то такие великие по тем временам, ныне художники. Да. И тогда еду в Москве еду, а к нам подружились мы с Космачевским, великий такой Космачевский, громовым голосом, такой огромный человек, берендей такой, да. И он, едем, и говорю, Космач, говорю, посоветуй мне какого-нибудь художника, хорошего, говорю. Или поговори с Боровским, говорю. С Боровским, говорит. Потом, ты возьми Сотникова, говорит. А я говорю, Сотникова? У нас якутская фамилия Сотников. Какой Сотников, говорю? А он говорит, он великий художник, Чебиряк, там, там. И вдруг в это время его останавливает милиционер, он под кирпич заехал. И он выскакивает, говорит, слушай, говорит, здесь кирпича не было. А тут, говорит, что-то там говорит, а у него только 2 рубля. Он говорит, дай 3 рубля, говорит мне. А я говорю, ты художника назовешь? Он говорит, Сотников. Я дал ему 3 рубля. И он, значит, видите, и у Сотникова мне 3 рубля стоил. Вот. 3 рубля. А культуру якутскую в начале 90-х годов сделал он, ребята, сценограф. Я свято верю, да не верю, вы это тоже поймете. На самом деле сценография создает режиссуру, не режиссер. Это точно это. Там, конечно, режиссер придумывает там концепцию и так далее, но пространство же, главное пространство, время уже поехало. 5 минут. Чего 5 минут? Ну, сейчас 6-5, 5 минут 7. Еще один вопрос. Да. Есть время для одного вопроса? Ну, давайте. Есть еще вопросы? Так, у меня есть вопрос. Есть у вас, да? Хорошо. Ладно. Во-первых, я помню этот спектакль. Я тогда в Владивостоке работал. Вы в театре Приморском краевом. Так что я смотрел великолепный ваш спектакль по Брехту «Доброго человека» и «Пегого пса». Это был просто восторг. Никто, наверное, в Ленинграде это уже не смотрел. Я так случилось, я вас видел в Авиньоне в начале 90-х годов, когда как раз Брук привозил Махабхарату. И вас видел рядом с Бруком. Вам удалось с ним пообщаться? Вообще, какой человек, это вообще воспоминание такое. Вот смотрите, я недавно в Петербург ушел в мир иной, царство небесное. Я свечку ему поставил. Вот. И я не ожидал, что увижу человека, который видел меня с Петербурга. А Петербург увидел мой спектакль «Кудамца Великий». Да? И он сказал, 15 минут буду. А это эпос наш, эпос Аланфо. Сказал, 15 минут буду. А потом, вдруг, когда запели вот так, он услышал и вдруг присел. И говорит, еще раз. То есть он на видео видел, на видео. Еще раз. И так 2,5 часа сидел и слушал это пение. Так, да. И мы как-то так подружились такой. Увидев свой спектакль, он спросил у меня, показав свой спектакль «Буря» Шекспира. Там негры ходят, там, и какие-то китайцы, там, эти, там, разные национальности. Я ему сказал, у него там
Играет черные, желтые, красные, белые, там разные, да. А Петербург меня спросил, а у вас как актер? А я сказал, у меня один Герасим играет и негра, и русского. Так, да. Но вот про сейчас скажу про Сотникова еще раз. Вот добрый человек из Сизуана. Мы идем. О рождении замысла. Мы идем. Ну, вышли на улицу. А мы должны поставить доброго человека из Сизуана. Фонарь, на улице фонарь горит так, да? И такой идет, такой снег такой. И так мы вдруг вместе запели. Любимый город может спать спокойно. Та-та-та-там, та-та. Синий дым Китая. Он на меня посмотрел. Чего? Я, ну идет чего? Почему Китай-то? Синий дым Китая, ну, Пекина. Я говорю, добрый человек есть? Я сказал, Сизуан, синий дым Китая. И он сделал такой синий дым Китая в этом спектакле. Вы помните, да? Там идет все время дождь такой, да, и синий дым Китая. Да, да, вот. То есть, смотрите, как интересно, да, спели русскую песню, и вдруг слово «Китай» вдруг возник. Синий дым Китая. Там даже слова Китая нет. Да. Синий дым Китая. Синий дым китает, а мы спели «Синий дым Китая». Это, а потом знаменитое мы пели такую, ну, знаменитое, и на Тихом океане свой закончили поход там. И вот, Приамурские, с кумачом последних ран, шли лихие эскадроны приамурских. Последний раз, кумачом последний раз, шли лихие эскадроны приамурских партизас. Что такое? Еще раз. Последний раз партизас получилось. А последний ран, оказывается, партизан. Понимаете, и вот это, такие странные такие происходили вот эти нюансы, которые почему-то я вспомнил. Это спасибо. Ну что, давайте поблагодарим наших замечательных гостей. Последняя фраза. Так и не поговорили. Вот, у якутов есть такое выражение. Так много хочется сказать, но времени нет, поэтому лучше помолчим. Вот лучше было сесть, помолчать, а потом разбежаться. Но я вот, вы меня подняли мое как бы дух такой, вспомнив. Спасибо, спасибо вам. Спасибо, что вы молчали.